биздин аксакалыбыз Айжигитов, Султанбай Байкени барыңыздар таанысаңар керек. Жана Шахризада жакшы тааныбагандан эме кылган жок. Бул эң бир бизде легендарный Байке туруп коесузбу, эме губернаторлордун бири. Баткенде ал согуш болуп кетпеди. Ошондой согушка жол бербей, ошо Сохан бүт вопросторун ушул киши чечип, ушул киши принципиальный туруп берчү. Биз суранып жүрүп алып келдик да партиябызгачы бул кишини. Биздин 5-чи кандидат, келиңиз Беке. Мен азыр Динара аябай жакшы темаларды көтөрдү. Жана банковская системаны, анан кийин жана жакырчылык жөнүндө. Чтобы было всем понятно, я, наверное, на русском буду говорить. Динара подняла очень хороший вопрос. Это бедность и банковскую систему. Я бы хотел ее поддержать и продолжить. Она говорила о том, что у нас бедных, с учетом пандемии, достигла 2 миллионов человек. Но это исходя из статистики, исходя из того, что у нас в стране, в отличие от всех стран, за уровень бедности взято 60% от прожиточного минимума. А вы знаете, сколько у нас прожиточный минимум? 6,5 тысяч сомов. Что такое прожиточный минимум? Это значит 6,5 тысяч сомов на одного человека. Доход. Значит, на что это должно хватить? Это должно хватить на нормальное питание, минимально нормальное, чтобы одеться, заплатить налоги, все коммунальные услуги, понимаете, в чем дело? Еще на лечение, на образование, и так далее. И как вы думаете, этих денег хватит в месяц? 6,5 тысяч. Понимаете, в чем дело? Во всех странах прожиточный уровень бедности берется с прожиточного минимума. То есть у нас уровень бедности должно быть цифра, когда 6,5 тысяч сомов должно быть, а не 3 тысячи. Понимаете, как сегодня это делать? Это чисто статистическим путем опускает уровень бедности для того, чтобы показать статистически, что у нас очень все нормально. На самом деле, если взять стандартом уровня бедности взять за прожиточный минимум, у нас бедность составляет 80%. Понимаете? Вы сами можете посудить, 6,5 тысяч, это же практически бедность. На это же невозможно прожить, понимаете? Что? Это самое минимальное, это только хватает только на еду, и все, больше ни на что не остается. А с учетом пандемии на сегодняшний день бедность у нас составляет почти 90%. Теперь, значит, что касается, стоит вопрос. Вот 30 лет мы независимости, нам все время говорили, что мы перейдем на рыночные отношения, рыночная невидимая рука все отрегулирует, и мы будем процветать и будем жить вот как на Западе, вот как на глянцевых журналах Запада. Мы уже 30 лет этого чуда ждем, и, к сожалению, мы только хуже становимся. Все хуже, хуже и хуже с каждым годом. Вот сейчас мы уже дошли до предела, понимаете? Вот Динара правильно поднимает вопрос, что мы на грани исчезновения. Понимаете, в чем дело? Вот. Если, допустим, в других странах уже, поскольку они уже не могут выплатить свои долги, уже внешнее управление влезли, то есть там практически просто из внешней силы управляют, то мы уже близки к этому. Теперь стоит вопрос, почему мы не развиваемся? Вот как вы думаете, почему мы не развиваемся? Кто может сказать? Давайте я хотел бы, чтобы как встреча наша была как диалог, понимаете? Дело в том, что, дело в том, что с самого начала, когда мы независимость получили, нам навязали две порочные системы. Что, да? Можно перебить вас? Да, Вы спросили, почему мы не продвигаемся? Потому что у нас братской теплоты нет и сестерской взаимопонимания. Согласен. Частично, да. Позвольте, я отвечу на свой вопрос сам. Да? Потом, если будут вопросы. Значит, с самого начала нашей независимости нам навязали две порочные системы. Это финансовая система, денежно-кредитная система, и вторая выборная система. Порочность финансовой системы заключается в том, что нам внедрили такую систему, когда, значит, эта система, она такая, что
значит, бедные становятся все беднее и беднее, а вот за счет того, что огромное большинство становится беднее и беднее, небольшая кучка людей только богатеет. Вот такая у нас система. И, соответственно, у нас национальный доход тоже распределяется таким образом. У нас 5% денежных людей получает 60% национального дохода. Вот так распределяется национальный доход. И только 40% распространяется на 90% нашего населения. Естественно, все будут бедные. Понимаете, в чем дело? Поэтому вот банковскую систему она затронула. Она совершенно правильно затронула. Я просто хочу продолжить его и более детально рассказать. Вот на сегодняшний день здесь вот предприниматели сидят. У нас уровень рентабельности на перерабатывающей промышленности нашей страны составляет 12%. Уровень рентабельности. А кредиты можно получить доступные не менее чем 20%. Итого получается, что если любой предприниматель возьмет 20% кредитов, он на 80% заведомо банкрот. Он не сможет заплатить, потому что рентабельность у него всего 12%. Это одна сторона. Поэтому те деньги, которые находятся в нашей банковской системе, для подавляющего большинства предпринимателей они недоступны. Понимаете, в чем дело? Потом, если даже они берут эти 20%, значит, если под 20% взял кредиты, у тебя рентабельность должна быть не менее чем 35%. А такая рентабельность только в торговле и в других отраслях. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь получается как? Вот те люди, у которых рентабельность всего лишь 12%, они пытаются свою рентабельность довести до 35%, взяв этот кредит. А каким образом это делается? Это только если избежать налогов, если уходить там, меньше зарплаты платить, ну и так далее. То есть снизить все свои затраты. Вот только тогда может. Отсюда у нас и поэтому теневая экономика такая мощная. Потому что у нас такие условия, денежно-кредитные условия, что люди вынуждены просто уходить от налогов, вынуждены соблюдать экологические нормы, вынуждены платить очень низкие зарплаты. Понимаете, в чем дело? Поэтому у нас ничего не развивается, особенно промышленность. С другой стороны, есть такое понятие, как банковский депозит. Это вы когда кладете деньги в банк, и вам дают сколько? 12%, правильно? 14%. Так вот, получается, любой предприниматель думает, а зачем мне открывать производство, там, рисковать всем, бороться с белыми, с черными, с красными, с зелеными, со всеми бороться, нервы терять, столько здоровья терять, а в результате получается всего 12% рентабельности, если он нормально работает. Понимаете? Когда можно просто эти деньги взять, положить в банк и получать 14%. Поэтому, получается, наше производство, наша экономика не только не финансируется с банковской системы, еще банковская система из реального сектора высасывает деньги. Понимаете, в чем дело? И все эти деньги накапливаются в банковской системе и уходят на какие-то спекулятивные мероприятия, на спекулятивные операции. На сегодняшний день наша банковская система вообще ничего общего не имеет с нашим экономическим развитием. Понимаете? Экономическая система сама по себе тупо делает деньги, сама по себе. А наша, вернее, банковская система сама по себе тупо делает деньги у себя, собрав все деньги населения и нашей экономики. А реальный сектор экономики мучается сам по себе. Между ними, если даже есть связь, то очень слабая. Вот доказательство тому является только то, что, вот, допустим, по результатам 2020 года, когда вся экономика страны ушла минус 8%, Национальный банк получает 8 миллиардов сомов чистой прибыли. А банковская система получает 5 миллиардов прибыли. Миллиардов сомов. Откуда? Если экономика падает, откуда у них доходы? Доходы у них за счет того, что падает экономика. Понимаете, в чем дело? За счет этого. Поэтому эту банковскую систему, эту денежную кредитную систему, эту порочную систему нужно менять. Вот как Динара правильно сказала,
это неоколониальная денежно-кредитная система. Нас эксплуатируют не напрямую, там внешнее правление будет, они нами управляют через деньги, загоняя нас в долг. Элементарно, правильно? Если вы хотите сделать кого-то зависимым, вы просто даете долг и делаете все, чтобы он не смог его вернуть. Все, он от вас зависим. Это в реальной жизни же точно так же. Точно так же и между государствами, понимаете? В этом заключается порочность нашей нынешней денежной кредитной системы. Поэтому ее категорически нужно менять. Именно поэтому Динара правильно говорит, нужно приходить и там менять. Менять нужно на законодательном уровне. Надо законы менять, потому что наша система порочная, потому что законы именно под это заточены. Мы хотим спустить проценты, а законы не позволяют его спускать. Понимаете, в чем дело? Если бы здесь были бы банковские сотрудники, финансисты, мы могли бы более на профессиональном уровне поговорить. Но я вам хочу сказать, для того, чтобы наша экономика развивалась, и для того, чтобы люди не в банк несли свои деньги, а вкладывали в экономику, надо, чтобы процентная ставка была не больше, чем 4%. И тогда людям невыгодно будет класть, направлять деньги в банковскую систему, а выгодно будет вкладывать в производство, там, где они могут получить 12%. Время, да, уже? Сейчас, одну минуту. Поэтому вот эту я хочу сказать. Я об этом много. Вторая порочная система – это наша выборная система, друзья. Выборная система. Выборная система построена на частных деньгах. На сегодняшний день такая выборная система, что если ты идешь на выборы, тебе нужны деньги. А если деньги, потому что эта система позволяет выигрывать только денежным людям. Теперь смотрите, к чему привела такая порочная выборная система. Сегодня наши избиратели, 30% из-за того, что такая порочная система, разуверились и просто продают свои голоса, потому что они ничему не верят, они предпочитают, лучше с них какие-то деньги, хоть, ну, как говорится, паршивые овцы, хотя бы клок шерсти. Поэтому продают свои голоса, это 30%. За 30 лет еще существует где-то 10% наших честных, порядочных избирателей, которые все эти 30 лет пытаются на эти порочные выборы повлиять. Но, к сожалению, они не делают погоды, понимаете, хоть и честь и слава им. А еще самое горестное, то, что 60% наших избирателей из-за таких вот порочных выборов просто-напросто не участвуют на выборах. Они считают, что это порочные выборы, они аморальные, грязные и так далее и тому подобное. Поэтому они считают своим неучастием, они как бы проявляют акт протеста против таких выборов. Но на самом деле, правильно ли это? На чью мельницу они льют воду? Именно на тех, которые покупают наши голоса. Потому что если они не будут приходить, то вот эта вот организованная, купленная ему группа только придет, проголосует за них, и они только и выигрывают. Потому что на выборах участвуют при этом только всего лишь 40%. В прошлых президентских выборах мы увидели, и парламентских, что там 38% всего лишь участвовало. Так вот, из них 30% организованные, купленные избиратели. Поэтому они и выигрывают. Поэтому власть не меняется. Поэтому туда приходят одни, скажем так, безнравственные люди. Отсюда у нас такая жизнь. Поэтому я вас всех призываю. Если вы хотите действительно исправить ситуацию, если вы хотите, чтобы пришли нормальные, чистые, нравственные люди, которые заботятся о людях, которые хотят поднять нашу страну, которые знают, как нужно поднять эту нашу страну, как укрепить наше государство, нужно всем участвовать на выборах. Если вот эти 60% избирателей, которые не приходят на выборы, если все они придут, то вот эта 30%, так сказать, купленная избирательная группа, она размоется. И самое главное, они не смогут эти все 100% купить. У них денег не хватит на это. Понимаете, в чем дело? Поэтому здесь стоит вопрос. Мы, конечно, обвиняем тех, которые продают свои голоса. Но вина тех, которые не участвуют, не меньше, чем у них. Не меньше, чем те, которые продают свои голоса. Потому что своим неучастием на выборах
они способствуют этим грязным выборам. Они способствуют, они открывают путь этим грязным людям во власть. И этим самым закрывают путь честным людям. Потому что они хотели бы за честных людей там про себя лежа на диване проголосовать, но не хотят идти. Ну, под предлогом того, что вот такой протест у них. Такой протест, наоборот, эти вот как раз-таки безнравственные политические силы именно стремятся к тому, чтобы эти поменьше участвовали людей на выборах, а приходили только им купленные люди на выборы. А вот эти все честные, порядочные избиратели, чтобы они по домам сидели. Они делают все, чтобы эти люди не участвовали на этих выборах. Поэтому не поддавайтесь таким дешевым уловкам, товарищи. Друзья, если вы хотите, чтобы наша жизнь исправилась, нам всем нужно участвовать на выборах. И всем передайте, пускай участвуют на выборах. И не думайте, что ваш голос ничего не решает. Как раз таки ваш голос решает все. Как известно, народ является источником власти. Но вот это вот источник, ну вот это вот как народ источник власти, она проявляется только один раз в 5 лет на выборах. Только здесь вы можете проявить себя как источник власти. Не упускайте этот шанс. Проявите себя как источник власти и откройте дорогу действительно честным, порядочным людям, которые действительно знают, как поднять нашу страну. Иначе мы так и будем барахтаться в этой ситуации. И бедность у нас будет сейчас 80%, потом 90%, и вообще потом все богатые отсюда сбегут, и мы здесь останемся, будем, извините, воевать все против всех. Бардак будет. Поэтому, уважаемые друзья, и вы тоже все участвуете на выборах. Голосуйте за самых достойных, которых вы считаете. Пускай все участвуют. Передайте своим соседям, своим друзьям, родственникам, чтобы все участвовали на выборах. Спасибо вам большое. Я могу много еще часов.